России. В России в таких городах, как Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва. Без связи, без воды. Жили, получается, в полевых условиях, в вагончиках. Они могут служить признаком там золота. Есть постоянно в разъездах, постоянно в командировках, получается, семью практически не видишь. А 150 это, да, минимальный, там, можно сказать, порог до 1,5–2 миллионов. Меня зовут Серый Конакбаев. Работаю геологом. Геология и география – это разные науки. Если геология – это наука о Земле, то география больше понимания как описание Земли. Да как-то случайно получилось. Решили поехать на День открытых дверей в геолого-разведочный колледж в городе Семей. Поехали мы, 15 человек нас было с нашей школы. Зашли в колледж, посмотрели, все понравилось. После этого решил поступать в эту специализацию. Моя работа – это поиски и разведка месторождения полезных ископаемых. Благодаря работе я во многих местах не бывал. Был в России, в Казахстане. В России в таких городах, как Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва. Ну и в Казахстане практически весь Казахстан объездил. В качестве экспедиции, скорее всего, это было по молодости. Когда мы ходили в маршруты, выезжали. Самые интересные, наверное, были на территории Семипалатинского полигона, когда нас закидывали группой по 6 человек, без связи, без воды. Жили, получается, в полевых условиях, в вагончиках, время от времени в палатках. Но здесь, скорее всего, больше естественных признаков Земли. К примеру, есть определенный участок, на нем там выделяются кварцевые жилы, они могут служить признаком там золота. Есть другой участок, на котором есть определенные изменения, они могут служить там признаком другого там полезного ископаемого. Простой человек без отсутствия знаний, думаю, найти не сможет. Ну, если только не золото. Золото, в принципе, можно найти и так видимое. Если оно есть, как бы человек нашел, увидел, ну, посмотрел и показал. Интересные случаи, скорее всего, были по молодости. Ходили в маршруты, встречались с волками и медведями. Не убегали вроде от них, но опасались, получается, их. Есть места определенные, допустим, месторождения в Канаде или в Австралии. Я думаю, каждый геолог, особенно молодой геолог Казахстана, мечтает попасть за границу и поработать, получается, за границей. Постоянное отсутствие дома. То есть это постоянная работа вахтовым методом. Тебя практически дома не бывает. Ну, это так, знаешь, переезд, в основном только вахта. Начинают бухать от работы. Паян, да, конечно. Здесь больше, наверное, сам специалист, что ему удобно, те программные обеспечения он использует. Он может и пользоваться тем же Paint для легкой обработки каких-нибудь там картинок, для быстрой передачи информации. Может использовать там AutoCAD для более тяжелых, допустим, чертежей. Или может использовать там программы для 3D моделирования, типа DataMine или Macromine. Ну, у нас в Восточном Казахстане это два
специализированных заведения. Первый – это Семипалатинский геолого-разведочный колледж, я его заканчивал. Это, получается, среднеспециальное образование. И второй – высшее образование, Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева. Но геолог – это, скорее всего, такая специализация, что ее нужно полюбить. И если ты не полюбишь свою специальность, ты не сможешь в ней работать. Что нравится, что я как бы выбрал эту специальность и работаю в ней. Не нравится то, что постоянно ты не бываешь дома. Постоянно в разъездах, постоянно в командировках, получается, семью практически не видишь, и вот это только один минус. Насчет заработной платы, конечно, это интересный вопрос. Ну, в среднем, если брать даже по Казахстану, порядка 400 тысяч, потому что зарплата может варьировать от 150, это, да, минимальный, там, можно сказать, порог, до 1,5–2 миллионов. Все зависит от самого специалиста, как он себя покажет на рынке, как он себя зарекомендует. Советы начинающим геологам. Ну, в первую очередь, конечно, это построить фундамент, дать самому себе воспитание. То есть, если ты не дашь базовый фундамент, как дисциплинированность, ты дальше не сможешь работать. Второе, обрести какую-то стабильность, наверное. Стараться подниматься по карьерной лестнице, идти вперед где-то на одном предприятии. Если что-то не устраивает, конечно, можно пойти на другое предприятие. Ну и третье, сами понимаете, геологи много пьют. Я думаю, наверное, поменьше пить. Время быть вместе.